В 2022 году исполняется 50 лет с начала строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов. К этой юбилейной дате Государственный архив современной истории Чувашской Республики подготовил электронный фотоальбом «Тракторный гигант на Волге. По ту сторону фотообъектива». История завода – это длительный путь становления индустриального гиганта, который пришелся на 1970-1980-е годы. На его создание были направлены усилия всей отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, партийных и правительственных органов страны и республики. Завод строился с целью обеспечения горнодобывающей, нефтегазовой промышленности и строительной индустрии отечественной техникой. Развитие завода, происходившее в последующие десятилетия, позволило осуществить выпуск оборудования, ставшего основой производственных мощностей ряда предприятий нашей страны. В электронном фотоальбоме представлены 65 фотодокументов за период с 1969 года по 2017 год из архивных фондов Госархива. Фотодокументы расположены в хронологическом порядке и сопровождаются текстовым описанием. Структура электронного фотоальбома представлена введением и основным разделом, фотодокументы которого отражают процесс становления предприятия и его последующее развитие. В 1970-х годах развитие промышленной отрасли имело важное значение для народного хозяйства страны. Правительство СССР приняло решение об организации отечественного производства мощных промышленных тракторов в городе Чебоксары. Строительство тракторного гиганта на Волге началось 12 января 1972 года. Постановлением ЦК ВЛКСМ Чебоксарский завод был включен в число всесоюзных ударных комсомольских строек. Так, на строительную площадку, которая была намечена и расположена в восточной части города Чебоксары, пришли строители и механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, которые вынули первые кубометры грунта на месте строительства будущего Чебоксарского завода промышленных тракторов. Одновременно со строительством завода начиналось и формирование коллектива будущих тракторостроителей. Приказом Министерства тракторного и сельхозхозяйственного машиностроения СССР от 21 октября 1971 года номер 276 была организована дирекция строящегося Чебоксарского завода промышленных тракторов. Директором завода был назначен Виктор Тимофеевич Десятов. С января 1972 года начался прием рабочих, инженерно-технических работников, служащих, специалистов и руководителей. Люди, пришедшие в начале 1970-х годов на предприятие, зрелые специалисты из других заводов и выпускники вузов еще не представляли себе, какая сложная работа им предстоит. С 1972 года по 1974 год было начато строительство производственных корпусов – сдаточного, прессово-сварочного, сборочного, ремонтно-литейного цеха, цеха тяжелых стальных отливок, корпуса приготовления формовочных материалов, дерево-модельного и термообрубного цехов, а также вспомогательных объектов и административно-бытовых зданий. В 1973 году на площадях сдаточного корпуса началась организация первых цехов нестандартного оборудования, ремонтно-механического, инструментального, механического номер 1 и цехов мелких серий. Принимаемые в цеха рабочие направлялись на повышение квалификации, на учебные базы, созданные на ведущих тракторных заводах. С 30 апреля 1974 года в инструментальном цехе начали работать первые станки, а в феврале 1975 года в механическом цехе и цехе малой серии был освоен выпуск 200 наименований деталей трактора. Взяв высокие темпы, к 30 декабря 1974 года строители сдали первый производственный комплекс тракторного завода – сдаточный корпус. Сборка первого опытного трактора Т-330 завершилась 25 октября 1975 года. Трактор Т-330, бульдозер-рыхлитель, был предназначен для выполнения тяжелых землеройных, погрузочных, транспортных работ в промышленном, дорожном и гидротехническом строительстве. На базе трактора Т-330 отделом главного конструктора в 1974 году был спроектирован трактор-трубоукладчик. Первый опытный образец был собран 7 мая 1977 года. В 1980 году трактор ТТ-330 прошел приемочные госиспытания и был рекомендован к серийному производству. Трудовой энтузиазм молодежи воодушевил всех, и на площадях сдаточного корпуса к 1980 году было собрано 350 тракторов мощностью 330 лошадиных сил. Это первая промышленная партия. 1 сентября 1982 года с главного конвейера сошел юбилейный 1000-й трактор. В декабре 1985 года были изготовлены первые гусеницы для трактора Т-500,
а в ноябре 1986 года приемочная комиссия рекомендовала трактор Т-500 к серийному производству. Акт приемки был утвержден в феврале 1987 года. Между тем, датой начала серийного производства трактора Т-500 считается март 1985 года, когда на основном производстве Чебоксарского завода промышленных тракторов стали собирать первые тракторы этой марки. В декабре 1993 года завод был преобразован в акционерное общество открытого типа «Промтрактор», а в 1995 году в АТКТ акционерное общество «Промтрактор». В середине 1990-х годов для наращивания производственных мощностей и повышения качества тракторной техники действующее производство основательно модернизировалось на всех уровнях. Так, с целью расширения возможностей ОАО «Промтрактор» на изготовлению и сбыту основной продукции было принято решение по созданию тракторов меньших тяговых классов 20 и 15 тонн силы мощностью 290 и 240 лошадиных сил. С 2000 года на заводе началась масштабная реконструкция под производство машин нового поколения. Промтрактор участвовал во всех международных выставках, продавал технику за рубеж. Во всем мире узнали, что в Чебоксарах есть серьезные предприятия, способные производить конкурентоспособную технику. Одной из форм демонстрации современной продукции предприятия, существенно повышающий рост спроса на чебоксарскую технику, является трактор-шоу. Ежегодно, начиная с 2002 года, организаторы устраивают яркое представление, используя целую гамму эффектов – световых, лазерных и пиротехнических. Сочетание их со специально подобранной музыкой создает у зрителя ощущение фантастичности происходящего. Демонстрируются фирменные трюки: надкалывание скорлупы яйца, сбивание гвоздей, перемещение трубоукладчиком полного бокала. Об успехах ОАО «Промтрактор» говорит и тот факт, что чебоксарские трактора – это инновационный продукт, вмещающий в себя современные и перспективные решения в технике и технологиях. Десятки тысяч бульдозеров, трубоукладчиков, колесной, промышленной и другой техники, произведенные на флагмане российского трактостроения, заводе «Промтрактор», работают не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. По результатам 2003 года при участии в программе «100 лучших товаров России» ОАО «Промтрактор» было награждено дипломом первой степени за трактор Т-1101 «Четра». Торговая марка «Четра-11» на конкурсе «Бренд года 2003» удостоена серебряной медали и золотого знака на конкурсе в марке «Качество Чувашской Республики». В январе 2004 года два трактора Т-2001 и Т-1101 удостоены золотой медали в рамках международной программы «Золотая галактика» в области качества. С июня 2005 года ОАО «Промтрактор» вошло в состав компании корпоративного управления ОАО «Концерн Тракторные заводы». В 2007 году марка «Четра» стала известной и западноевропейским потребителям после выставки Баума 2007 в Мюнхене, где им были представлены трактора «Четра Т-11», «Четра Т-20 и колесный погрузчик «Четра ПК-60». Следующая громкая выставка стала «Неделя тракторных заводов», проходившая с 27 по 30 мая 2008 года на стадионе Крылатская в городе Москва. В 2010 году продукция ОАО «Промтрактор» реализуется в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, эксплуатируется более 13 тысяч тракторов. Завод имеет сеть сервисных центров и лизинговую компанию, обеспечивает гарантийно-техническое и сервисное обслуживание. На ОАО «Промтрактор» с 2013 по 2015 года шла работа по созданию гусеничного сельхозтрактора 6-го тягового класса «Агромаш Руслан» с треугольным обводом и торсионной подвеской. В 2014 году на заводе ОАО «Промтрактор» прошли структурные преобразования. Заводы вновь стали цехами, а некоторые цеха – участками. В 2017 году ОАО «Промтрактор» выпустил около 28 тысяч бульдозеров и трубоукладчиков различных модификаций и другой спецтехники. Завод не стоит на месте, здесь выпускают не только бульдозеры и трубоукладчики, но и осваивается производство экскаваторов, сельхозхозяйственных тракторов и другие. Сегодня ОАО «Промтрактор» продолжает прочно занимать место в когорте крупнейших и мощнейших тракторных производств, является не только страницей из жизни Чувашии, но и ярким этапом прошлого нашего региона и нашей страны.